За сбыт фальшивых денежных средств предусмотрена уголовная ответственность, максимальное наказание в виде лишения свободы до 8 лет. Об этом предупреждает в МВД Ингушетии. Уважаемые граждане, при выявлении денежных средств, вызывающих сомнения в подлинности, в первую очередь необходимо запомнить приметы человека, который их сбывает, марку автомобиля, на котором он передвигается. При этом незамедлительно следует сообщить об этом в дежурную часть по телефону 55 01 54 или 55 20 06. Напоминаю, что за сбыт фальшивых денежных средств предусмотрена уголовная ответственность. Санкцией части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации за хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет, или без такового. При обнаружении поддельных денежных купюр ни в коем случае не пытайтесь их сбыть, а незамедлительно обращайтесь в ближайшее отделение полиции. Поддельные денежные знаки, как правило, сбываются на предприятиях оптовой и розничной торговли, в сфере услуг, а также отдельным гражданам, занимающимся торговлей, в том числе на рынках. Всем гражданам необходимо знать отличительные признаки поддельных денежных знаков и порядок действий при их обнаружении. При получении денежных купюр крупного достоинства следует быть очень внимательными и всегда проверять их подлинность, как минимум 3 защитных признака на купюре. Подробная информация о том, как можно распознать фальшивые деньги, содержится на официальном сайте Центрального банка России.